Одно из исторических зданий столицы – третья средняя школа имени Юрия Воронова. Она была построена в далеком 1900 году. Здесь учились Фазель Искандер, Юрий Воронов и другие исторические личности. Старое здание школы запечатлено в фильме «Время счастливых находок». 21 год назад в школьной библиотеке случился пожар, из-за которого выгорела часть школы. Тогда здание частично удалось отремонтировать, но после второго пожара, который произошел из-за замыкания электропроводки в 2010 году, школе уже полагался капитальный ремонт. Проект экспертной документации составлялась в 2012 году. Тогда это все планировалось еще просто провести капитальный ремонт здания. После того, как мы начали капитальный ремонт, в первую очередь сделали демонтаж всех окон, дверей, штукатурки. Обнаружилось, что ни одна стена, ни одна несущая конструкция не подходила ни под какие нормы сейсмики. Было принято решение тогда приостановить работы и провести реконструкцию здания. Был сделан новый проект на реконструкцию. Делал его замечательный человек, Валерий такой был. Он усилил все конструкции, передал проект нам. И после этого мы приступили к работе. Это было уже в 2013 году. В 2014 году были работы приостановлены. 1,5 года здание простояло. И вот в мае месяце 2016 года, получается, уже мы приступили к работам. И вот результат. После реконструкции классные комнаты стали светлыми и уютными, но их всего 20. И, как оказалось, этого недостаточно, чтобы школа работала в одну смену. При двухсменной системе учебы количество учащихся возрастет до 600. Сейчас учащиеся школы, а их более 500, занимаются в здании очно-заочной школы. В новом здании большой спортзал, предусмотрены раздевалки. Отремонтирован актовый зал, который не функционировал еще с первого пожара. Появился медкабинет, столовая по всем евростандартам. Энергоснабжение и водоснабжение автономное. Имеется вентиляция и видеонаблюдение. Стоимость работ на сегодняшний день с инвентарем и всем оборудованием на школу и с реконструкцией всего здания получился где-то в районе 163 миллионов рублей. На сегодняшний день освоена почти вся эта сумма за минусом оборудования. Будем в течение 2 месяцев полностью снабжать всю эту школу партами, мебелью, спортинвентарем, компьютерами. Для усиления пожарной безопасности строители решили добавить несколько новых аварийных выходов, что позволит при чрезвычайной ситуации без проблем покинуть школу. Зданию третьей школы 117 лет. Помимо капитального укрепления каркаса здания, строителям удалось сохранить историческую веранду, совместив ее с современной пристройкой. Честно говоря, с Министерства культуры к нам никто не приходил, и в мыслях ни у строителей, ни у проектировщиков не было менять фасад. Все хотели только сохранить. На мой взгляд, это все хорошо получилось. И у проектировщиков, и у нас подрядчиков тоже. По поводу белого балкона было очень много вариантов, предложений, в какой цвет его нам выкрасить. В итоге мы связались с московскими дизайнерами, которые, не задумываясь, ответили, сказали, что вот классика – это кирпичное здание и белый балкон с балясинами. Будет это так. Покрасили все прохожие люди, которые просто приезжают, делегации, которые посещают эту школу. Всем очень нравится, все очень довольны. Изменилось расположение классных комнат, перенесены библиотека, учительская, санузлы на каждом этаже. В школе предусмотрен еще и пандус. Внутренние работы закончены. Площадка школьного двора и прилегающая территория выложена плиткой. Через несколько дней планируется озеленение территории. И уже в новом учебном году, после многолетней реконструкции, третья Сухумская школа имени Юрия Воронова вновь откроет свои двери для учащихся. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение.